Барлықтарыңызға сәлем. Заманауи білім онлайн форумының барлық қатысушыларын, Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің сарапшыларын, жоғары оқу орындарының қабылдау комиссияларының өкілдерін және магистратурада немесе докторантурада оқуын жалғастырылуын жоспарлап отырғандардың барлығын құттықтаймыз және де барлықтарыңызға атынан және де ғылым және жоғары білім министрлігіне де сонымен қатар алғыс білдіреміз. Также, дорогие друзья, приветствуем вас всех. С вами вместе сегодня онлайн-платформа «Современное образование». Прямо сейчас и сегодня в этом эфире мы постараемся ответить на все ваши интересующие вопросы касательно поступления. Не смогли с нами быть онлайн, но эта запись обязательно останется, и в абсолютно любое удобное для вас время вы сможете это все пересмотреть. Актуальность принципа обучения в течение всей жизни в целом отметил и наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на съезде педагогов в начале этого учебного года. В этом вопросе единодушны и в Национальной палате предпринимателей Атамекен. И я надеюсь, что наши работающие зрители, посмотрев этот эфир, расширят свои горизонты в получении образования и в целом дальнейшего роста, потому что это очень важно, да, получение высшего образования. Сегодня у нас разговор будет более предметный. Мы целенаправленно сфокусируемся на практических вопросах поступления в этом году, о том, как и что нужно сделать, правилах приема, возможностях получения грантов и ответах на вопросы. В принципе, это все темы, которые всегда актуальны и интересны для наших поступающих. Также послушаем интересные предложения от вузов. Если есть какие-то вопросы, которые останутся нераскрытыми, то разобраться еще более подробно, какая бывает магистратура, докторантура, какую программу выбрать, с какого периода, как лучше готовиться, вы сможете также в очередном выпуске нашего журнала «Современное образование», и не пропустите уже в июле-августе. Если вы не прошли регистрацию на наш форум, то пройдите, пожалуйста, ссылка останется в чате под трансляцией в YouTube, и тогда вы обязательно получите электронный журнал на свой email в качестве нашего бонуса для всех наших участников. Прежде чем мы начнем, я хотела бы назвать также всех наших экспертов, кто с нами на связи сегодня. Немного позднее у всех экспертов будет возможность сделать небольшую презентацию, рассказать о себе и ответить на все вопросы. А так я представляю наших экспертов. Сонымен бірінші біздің сарапшымыз ол Төлбаев Әбдікерім Абуович, Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті. Келесі бізде Шентаева Сауле Сембековна, Тұран Астана университеті, Ажар Жангутина и целая команда экспертов из университета Казахстанско-немецкий университет, Шаяхметова Гульмира Аубакировна и Баймагамбетова Алтынай Хамитовна из Карагандинского индустриального университета, сонымен қатар Заурбек Талғат Талапбекұлы, Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті. И также сейчас прошу всех подключаться уже поскорее к нам, потому что мы переходим к нашей основной части. Бірінші форумымыздың кезегі Есімбаева Жанна Уақасовнаға беріледі. Сөз кезегі сізде. Пожалуйста, Есімбаева Жанна Уақасовна, заместитель председателя Комитета высшего и послевызовского образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, с своей важной презентацией о правилах приема в этот учебный год. Здравствуйте, Жанна Уақасовна. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, қайырлы күн, құрметті осы семинарға қатысушылар. Біріншіден әріптестеріме осы күндері жұмыс істеп, қызу науқанда, күндіз-түні жұмыс істеп, үлкен миссияны атқарып жатқандарыңызға үлкен рахметін айтамын. Оның ішінде осы «Современное образование» журналына, осы жоғары оқу орындарының түлектеріне қажетті ақпаратты беріп, ең маңызды кезеңде ең маңызды ақпаратты беріп отырғандарыңызға сіздерге де үлкен алғысымды білдіремін. Бұның алдында біз бакалавриат деңгейіне түсу бойынша біраз сұрақтарға жауап беріп, біраз мәселе талқыланған болатын. Бүгін жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына ағымдағы жылы қабылдау науқаны қалай жүзеге асырылады, сол бойынша да әңгімені өрбітетін боламыз. Добрый день, уважаемые участники семинара, добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, хочу поблагодарить журнал «Современное образование» за предоставленную возможность в этот важный период. Наши выпускники как вузов, так и школ получают на важные вопросы и не менее важные ответы. Действительно, это очень хорошая платформа, она работает уже несколько лет, и мы видим эффективность работы именно данного журнала
Еще раз благодарю вас за предоставленную возможность. Ранее мы проговорили по бакалавриат, как в этом году осуществляется прием. Я думаю, было задано немало вопросов, и на все вопросы были даны ответы на прошлом семинаре. Сегодня мы поговорим о послевузовском образовании. Согласно закону образования, на послевузовское образование у нас относится магистратура и докторантура. Я сегодня немного расскажу о госзаказе на магистратуру и докторантуру, а также основные моменты, остановлюсь на основных моментах, на которые необходимо обратить внимание при организации приема нашим ответственным секретарям вузов, ну и, соответственно, поступающим. Извините, плашечку убрать. Ага, на крестик нажать. Все, теперь все прекрасно. Итак, касательно приема в магистратуру и докторантуру, в текущем году есть небольшие изменения в правилах приема, типовых правилах приема в организации высшего послевузского образования, именно в том числе в части поступления на магистратуру. В целом о госзаказе, о общем госзаказе магистратуры я в прошлой презентации также озвучивала цифры. На 24-25 учебный год в целом предусмотрено 12 504 грантов, в том числе на профильную магистратуру 500 грантов. Для обучения в филиалах 70 грантов, Назарбаев университет у нас получает 495 грантов и стипендиальная программа 50 грантов. Стипендиальная программа предназначена у нас для иностранных граждан. О ней, наверное, поговорим немного позже в рамках другой темы. На сегодняшний день у нас прием заявлений поступающих в магистратуру уже проводится. База была открыта 1 июня текущего года, и она продлится до 8 июля. Основные изменения это коснется лиц, поступающих в профильную магистратуру, так как в текущем году они освобождены от сдачи блока теста на определение готовности к обучению. Оно более широко известно как ТГО. И лица, имеющие не менее 5 лет стажа на руководящих должностей, в соответствии с реестром должностей политических, административных, государственных служащих, реестром должностей гражданских служащих соответствующих отраслей, или не менее 10 лет стажа по соответствующему профилю образовательной программы профильной магистратуры, могут зачисляться на платной основе по результатам собеседования, которое будет проводиться непосредственно приемными комиссиями вузов ОФО. Здесь, конечно, возникнет вопрос касательно самих реестров должностей. Реестры должностей доступны в интернете, на портале нормативно-правовых актов ОДЛЕ. Есть порядка 15 реестров должностей. Например, к примеру, я могу озвучить приказ министра энергетики. Он был утвержден в 2015 году, 665 приказ от 25 ноября. И к этому приказу утверждается реестр должностей, и наши ответственные секретари могут погрузиться в этот приказ и посмотреть, соответствует ли претендент требованиям, которые предъявляются типовыми правилами приема. В целом, как я уже сказала, магистратура у нас госзаказ выделяется ежегодно. На педнауки более 3000 грантов, искусство и гуманитарные науки 590, соцнауки 490, бизнес-управление и право 845. Это я говорю только о научно-педагогической магистратуре. Естественные науки 1265, информационно-коммуникационные технологии 1235, инженерные обрабатывающие строительной отрасли 3347. Сельское хозяйство 460, ветеринария 230, услуги 315. И также я говорила о госзаказе на обучение в филиалах. Это у нас исследовательский ядерный университет МИФИ и МГУ Ломоносова и стипендиальная программа. По профильной магистратуре также имеются небольшие изменения. Ранее профильная магистратура была направлена более на педагогические направления. В текущем году мы перераспределили госзаказ по профильной магистратуре. И, как вы видите, на бизнес-управление права предусмотрено более 200 грантов информационно-коммуникационной технологии, инженерно-обрабатывающей строительной отрасли. И услуги – это именно те отрасли, которые мы ожидаем, на которые мы ожидаем прием хороший. Это, то есть из бизнес-структур, с отраслей, с промышленности могут поступить на программу профильной магистратуры. То есть годичная программа, она не направлена на научно-педагогическую деятельность, она направлена именно на
повышения компетенции именно в своей отрасли. Что касается сроков приема, организации приема в магистратуру, прием заявлений, как я бы уже озвучила, будет продолжен до 8 июля текущего года. Дата, место проведения комплексного тестирования наши поступающие в личном кабинете могут посмотреть 13 июля. Также у нас есть программа с арабским языком, творческие экзамены, это будет продлено до 25 июля. Само комплексное тестирование мы планируем провести в период с 20 июля по 10 августа. Результаты экзаменов будут известны 29-го. Также конкурс, то есть это прием документов для участия в конкурсе на получение государственного образовательного гранта, ориентировочные даты 12-15 августа. И завершим весь этот процесс мы, как обычно, 28 августа. Бакалавриат у нас 25-го, как вы знаете, магистратуру мы зачисляем докторантуру также до 28 августа. В текущем году комплексное тестирование также пройдет в компьютерном формате на базе региональных центров тестирования. Приказ будет соответствующий издан, и, как обычно, электронный сертификат будет выдаваться онлайн на сайте Национального центра тестирования. Адрес также указан на слайде. В целом, формат комплексного тестирования сохранен, он также в компьютерном формате. На научно-педагогическую магистратуру необходимо сдать тест по иностранному языку, ТГО и 2 профильных предмета. По творческим направлениям подготовки, а также требующих знания арабского языка, тест на готовность обучения и 2 профильных предмета, экзамен. По группам образовательных программ именно творческой подготовки, иностранный язык, ТГО и профильная магистратура, как я уже говорила, были изменения для поступления на платной основе. Для гранта необходимо сдать 2 профильных предмета. В ТГО данного вида магистратуры у нас исключен. Естественно, мы предусматриваем особые условия для лиц с особым образовательным потребностью. Будет выделяться дополнительно 40 минут. И пороговые баллы 75 на научно-педагогическую и профильную 30. Также доступна функция подачи заявления на апелляцию по технической причине и по содержанию тестовых заданий. Сама апелляция подается во время тестирования, то есть после завершения. Допустим, примеры приведены, по какой причине вы можете подать на апелляцию, допустим, отсутствует фрагмент условия задания, то есть не виден текст, схема, рисунок таблицы, в результате которого вы не смогли дать правильный ответ. И по содержанию тестовых заданий здесь, конечно, перечень причин более широкий. В целом это некорректно составленное тестовое задание, отсутствует правильный ответ, либо правильный ответ не совпадает с кодом правильных ответов и так далее. Сама апелляция подается в течение 30 минут после завершения тестирования. Прием заявления на конкурс присуждения образовательного гранта будет проходить с 12 по 15 августа. В целом процесс подачи документов сохранен и будет проводиться, как и в прошлые года. Что касается докторантуры госзаказ, научно-педагогическая докторантура у нас в текущем году утвержденный госзаказ – это 1919 мест, стипендиальная программа 10 и Назарбаев университет, но заранее могу проговорить, что сейчас министерством прорабатывается вопрос о выделении дополнительных еще 1000 мест. В настоящее время идет согласование с соответствующими госорганами. Если будет все согласовано, то дополнительно мы информацию доведем до сведения вузов и до сведения поступающих. Здесь у нас также есть изменения. Мы снизили пороговый балл для поступления в докторантуру по знанию иностранного языка, то есть сертификат, подтверждающий владение иностранным языком, является обязательным для поступления в докторантуру, но баллы были снижены. Также мы включили виды тестирований,
TOEIC, Duolingo, English тест. Ранее у нас был опыт работы с данными компаниями, затем были исключены, сейчас компании более усовершенствованы, то есть и мировые вузы также имеют опыт приема. Также у нас есть другие организации, которые осуществляют подготовку к докторантуре, также принимают на основе данных сертификатов, и, соответственно, было принято решение включить их в общие требования. И в целом основное также изменение – это облегчили саму процедуру экзамена, она также будет проходить на базе центров тестирования. Тестовые вопросы, сами задания составляются вузами, но площадка будет нейтральная для обеспечения в целом объективности поступления в докторантуру. Но в текущем году мы исключили тест на готовность к обучению. Оно объясняется тем, что, в принципе, наши докторанты – это все те, кто имеет степень магистр, соответственно, при поступлении в магистратуру все проходили через этот тест, через этот тест на готовность к обучению. И, как я сказала, госзаказ в целом составляет 1919 на сегодняшний день. Педнауки 361 грант, искусство 198, социальные науки 123, бизнес-управление 172, естественные науки 259 грантов, информационно-коммуникационные технологии 131 грант, инженерные направления 450, сельское хозяйство 67, ветеринария, услуги 20, услуги 34 и Назарбаев университет стипендиальная программа. Хотела бы обратить внимание, что как в бакалавриате, так и в магистратуре и докторантуре мы сохраняем удельный вес госзаказа в разрезе направлений подготовки. В бакалавриате больше внимания уделяется на технические направления, инженерные, информационно-коммуникационные технологии. И это и сохраняется в магистратуре, и, как вы видите, в докторантуре, то есть на инженерной науке, затем на педнауке делается акцент в соответствии с потребностью рынка труда, который нам предоставляет, анализ которого предоставляет нам Министерство труда и социальной защиты. В целом по датам в докторантуру заявления будут приниматься до 3 августа, с 3 июля, дополнительное тестирование 8 августа, сам вступительный экзамен в докторантуру с 15 августа по 21 и зачисление, так же как и в магистратуре, до 28 августа. По формату для поступления в докторантуру, то есть есть блоки, это собеседование, лексико-грамматические тесты, это чтение. ТГО мы убрали, то есть будет сдаваться собеседование, экзамен по профилю. Ну и, конечно же, в докторантуре также есть функция подачи на апелляцию. Все апелляции рассматриваются республиканской комиссией. Прием документов в докторантуру будет осуществляться непосредственно вузами. Здесь отличительная черта от бакалавриата и магистратуры – это что в докторантуру у нас госзаказ определяется в виде места, то есть одно место на одного человека, и, соответственно, докторант, который решил поступить, ему необходимо выбрать вуз с самого начала и подавать документы именно в тот вуз, в котором он хотел бы обучаться. Здесь хотелось бы отметить, что пороговым баллом для участия в конкурсе на госзаказ необходимо набрать 75 баллов. Конкурс проводится, как я и говорила, самими вузами. Здесь мы, как министерство, предоставляем нейтральную площадку, а содержание и проведение конкурса уже относятся к компетенции организации высшего и послевузовского образования. В целом у меня все по основным моментам приема в докторантуру. Если будут вопросы, я готова позже ответить. Я так понимаю, дальше, как
И, как обычно, да, формат будет У сохранен. нас тут есть, да, сразу несколько вопросов. Жанна Вакасовна, спасибо вам большое за вашу презентацию. Я, кстати, заметила, что в этом году очень много было выделено на профильную магистратуру грантов в сфере бизнеса, управления. Для меня это самая актуальная тема, так как я как раз-таки по этому направлению специализируюсь. Спасибо вам большое еще раз. Я бізде бірден бірнеше сұрақтарымыз бар. Жалпы магистратураға түсушілерге қанша грант бөлінеді, өтпелі ұпай қандай деген сұрақтар бар екен, бірақ бұл сұрақтардың барлығына жауап беріп кеткен секілдісіз, иә. Бұл жайында жалпы толығырақ ақпаратты тағы осылай бір кәдімгідей ұпайларды немесе осы сандарды қайдан білуге болады, егер бір сайт болса бөлісе кетсеңіз, қай жерде көруге Жалпы болады? жалпы біз магистратураға түсу бойынша ақпаратты толық көлемде министрліктің және ұлттық тестілеу орталығының әлеуметтік парақшаларында жариялап отырамыз жыл сайын. Қазір мұны айтып кеткенде бізде қабылдау құжаттар кешенді тестілеуге тіркеу жүргізіліп жатыр. Күн сайын күнара біз ең өзекті деген ақпаратты осы әлеуметтік желілерде парақшаларды беріп отырамыз. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша ақпарат ұлттық тестілеу орталығының сайтында жарияланады жыл сайын. Қазір бізде көбіне бейім бакалавриат деңгейіне беріліп отыр, өйткені қазір мерзімде ұлттық бірыңғай тестілеу жүріп жатыр, және одан кейін осы бакалавриатқа түсушілердің конкурсы басталады. Сол ақпараттың арасында мүмкін көрінбей жатқан шығар. Дегенмен де біз магистратура және докторантураға түсу бойынша өзекті ақпаратты сол әлеуметтік парақшаларда беріп отырамыз. Сондай-ақ әр жоғары оқу орнының өзінің сайттары болады. Ресми сайттарында қабылдау науқаны бойынша арнайы парақша бар. Сол парақшада тиісті номерлермен, тиісті білім беру бағдарламаларының тізілімімен және сол білім беру бағдарламаларына өту балдары бойынша толыққанды ақпаратты сол сайттардан алу. Үлкен рахмет. Менің ойымша қажетті бір университеттің жеке қабылдау комиссиясына хабарласқан ыңғайлырақ болатын секілді. Жалпы келесі бір сұрағымыз, магистратурада емтиханға дайындық үшін көмекші материалдар бар ма? Бәлкім сұрақтарға сол емтиханда келетін сұрақтарға ұқсас бір материалдар бар шығар, немесе дайындық сайттары бар шығар, бөлісе кетсеңіз. Әрине, кешенді тестілеуге дайындық жұмыстарын жүргізу барысында біздің түсушілер ұлттық тестілеу орталығының сайтына жүгіне алады. Ол жерде пробное тестирование өкінішке орай қазақшасын ұмытып тұрмын. Сол тесттің түрлерін, сынақ тесттерінің түрлерін өтіп, дайындалуға мүмкіндік берілген. Жақсы, үлкен рахмет. Келесі бір қызықты сұрағымыз, әрине де магистранттар, бакалавр студенттері болмаса да, оларға да өте өзекті сұрақтардың бірі магистранттардың стипендиясы. Жалпы стипендия алу бар ма мүмкіндігі? Бұл да өзекті мәселе. Шын мәнінде біз стипендияны жыл сайын арттырып келеміз. Бакалавриат деңгейін 20%-ға жыл сайын артып отыр, магистратура және докторантура деңгейінде 15%-ға артып отыр. Бұл жаңағы Аманат партиясының сайлау бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылып жатқан шараның бірі болған. Қазір бізде бұл болашақ магистранттар үшін 24-25 оқу жылына стипендия көлемі 107.061 теңгені құрайтын болады. Керемет. Бұл сонда кәдімгі ай сайын алып отыратын стипендияларыңыз. Әттең осы жылы бітіремін. Сентябрьден бастап 107 мыңға лайық болатын едім. Жақсы, келесі сұрақтарымыз. Можно ли сдать полное комплексное тестирование и, если не понравятся баллы, поступить с результатами в профильную магистратуру? Вот такой вот вопрос. Вы в ходе своей презентации говорили о том, что тестирование на профильную и тестирование на научно-педагогическую магистратуру, они отличаются по количеству предметов, по количеству баллов и так далее. Здесь необходимо в целом дать такое пояснение, что программа научно-педагогической магистратуры, она отличается от профильной магистратуры. И в целом, если вы увидели в моей презентации, прием на научно-педагогическую магистратуру в текущем году в корне отличается от приема на профильную магистратуру. Соответственно, мы не разрешаем
и госзаказ на эти две магистратуры различается. На Мгм. научно-педагогическую свой госзаказ, на профильную магистратуру свой госзаказ. Конкурс, соответственно, должен идти раздельно. Соответственно, мы не разрешаем менять профильные предметы. То есть человек, который поступает на магистратуру, он изначально должен определиться, где он хочет обучаться. Будет ли это его в дальнейшем педагогическая деятельность, научная деятельность, или же он уйдет в сферу бизнеса или промышленности, и ему достаточно тех компетенций, которые ему пригодятся в соответствующей отрасли. Да, спасибо большое. Это очень такой важный момент, потому что сейчас, я думаю, как раз в период регистрации многие магистранты будущие, да, они как раз-таки раздумывают и принимают решение о том, сколько предметов, да, и какое тестирование они будут сдавать. Келесі сұрағымыз ол магистратура. Ага. Мы знаем, что в магистратуру уже идет 2 раза в год прием, и поэтому, если, допустим, претендент летом не смог набрать пороговые баллы на научно-педагогические направления, то мы можем как альтернативу предложить зарегистрироваться на профильную магистратуру на осенний прием. То есть на зимний прием, но КТ будет проходить регистрация в ноябре, само КТ в ноябре месяце. И как раз человек может с января по январь закончить профильную магистратуру. То есть возможность все-таки не терять время, получается. Полгода. Мгм. Отлично, спасибо большое. Келесі сұрағымыз магистратураға түсу үшін қандай емтихан мен тесттер тапсыру керек, бірақ бұл сұраққа сіз презентация барысында жауап бердіңіз. Бәлкім оған қосымша белгілі бір емтихандар немесе сұрақтар бар шығар. Егер ондай жоқ болса, тек қана кешенді тестілеуге ғана дайындалу, ол жалпы будет ли достаточно, да? То есть сол ғана жеткілікті болады ма екен? Негізі магистратураға түсу бакалавриатқа түсуге қарағанда механизмі жеңілірек. Бакалавриатта бізде дегенмен де жоғарғы оқу орындарының өзінің ішкі емтихандары болуы мүмкін, жалпы өту бары бар, жоғарғы оқу орнының өзін бекіткен өту балы бар деген сияқты. Магистратурада бұл жеңілірек, сондықтан түсу үшін кешенді тестілеуге дайындалғандарыңыз жөн. Мгм. Айтып өткендей, ғылыми педагогикалық магистратураның түсу барысы өзгеше. Бейінді магистратураға тек қана 2 пән тапсыратын болса, ғылыми педагогика магистратураға бірнеше блоктан өту керек, екеуі 2 түрлі. Бірақ толыққанды ақпарат жаңа презентацияда айтылған болатын. Біз сайттарға да ілеміз, ұлттық тестілеу орталығының, министрліктің сайтында және әр жоғарғы оқу орнының өзінің сайтында тиісті ақпарат бар. Біздің Мгм. қабылдау комиссия мүшелері осы жаз басталғалы, жаздан күзге дейін күнделікті, тіпті демалыссыз деп айтсақ та болады, жұмыс жасайды. Осы жоғары оқу орындарының өздеріне хабарласып, дәл сол жоғары оқу орнының өзінің басқа талаптары бар ма жоқ па деген нақты сұраққа нақты жауап алуға мүмкіндіктер бар деп санаймын. Спасибо большое. И вот еще один вопрос у нас. Какой средний балл GPA требуется для поступления в магистратуру? Я так полагаю, это вот ребята, которые спрашивают, да, после бакалавриата GPA, есть ли какие-то требования по поводу этого, или достаточно того, что они диплом получили, например? В целом в магистратуру поступают лица, имеющие степень бакалавр. Там диплом, именно требования по GPA у нас не имеется. Но здесь, наверное, коллеги мои подскажут, может, какие-то внутренние правила есть вуза, мы не берем. Но нет, комплексное тестирование, достаточно наличия результатов комплексного тестирования. С этими результатами подходите в вуз и сдаете все необходимые документы. На оценки в дипломе мы не смотрим. Все, отлично, спасибо большое. Я думаю, что больше, наверное, на этот вопрос был интересен ответ, да, смотрят ли на оценки в дипломе. Если нет, я думаю, что это тоже раскрывает горизонты, очень здорово. Прежде чем мы продолжим отвечать на вопросы, я хочу еще представить наших экспертов, которые с нами сегодня подключились, да, это Восточно-Казахстанский технический университет имени Сирикбаева Айнагуль Курмангалиева. Добрый день, здравствуйте, рада вас приветствовать. И также Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет. С нами сегодня Алтын Жубантаева. Я думаю, что в ходе наших вопросов вы можете также подключаться и представляться. Дорогие эксперты, если я вдруг, да, кого-то пропустила, пожалуйста, во время ответа на вопросы вы можете кратко представиться и
сказать, как вас зовут, и ответить уже на вопрос. Следующий наш вопрос – это какие факторы достижения и заслуги влияют на успешное поступление в магистратуру? И здесь, наверное, можно еще ответить на вопрос, можно ли как-то, да, увеличить шанс на успех при поступлении в магистратуру. Вот такой вот вопрос. Давайте я отвечу на этот вопрос. Как ранее сказала Жанна Уакасовна, мы в магистратуру принимаем согласно сертификату комплексного тестирования. То есть если человек поступил на грант со свидетельством о гранте, если на платно, то строго смотрим на пороговые баллы. 75 – это научно-педагогическое направление, где по иностранному языку не меньше 25, по оставшимся 3 не менее 7. Ну а на профильное только 2 профильных предмета из 70 30, где по каждому не меньше 7. А таких вот отдельных каких-либо требований в основном вузы не ставят. То есть здесь главное наличие диплома бакалавриата. Если же это диплом иностранного государства, да, мы можем потребовать его нострификацию. То есть есть какие-то определенные, но вот так, чтобы это был принципиально красный диплом или там дополнительно кучу каких-то портфолио, особо этого всего не нужно. Главное, чтобы у него было высшее образование, ну и наличие сертификата с пороговыми баллами. Отлично, спасибо большое за ответ. Следующий вопрос. Сколько времени занимает обучение в магистратуре и сколько учебных занятий, пар проводится в неделю? Уважаемые эксперты, особенно представители вузов, я думаю, вы сможете более подробно дать ответ. Здравствуйте. Слышно меня? Да, вас отлично слышно. Рада Вот, вас видеть, казахстанская слышать. Да, очень приятно тоже вас всех видеть, слышать. Я, получается, представитель Казахстанско-немецкого университета. Хотела как бы ответить на ваш вопрос, если вы не против. У нас срок обучения в магистратуре составляет 1,5 года для а, профильного направления и 2 года для научно-педагогического направления. Если говорить о продолжительности обучения, то как бы у нас есть разные варианты. Есть дневное обучение в магистратуре, есть вечернее обучение. Вечернее начинается в 6 часов вечера и длится там до 9 часов вечера, там, в зависимости от программы. В среднем там как сказать, интенсивность занятий варьируется в зависимости от того, какая программа. Ну, там 3-4 раза в неделю будут занятия, я думаю. Вот. Спасибо большое за внимание. Вам спасибо. Достаточно удобное, оказывается, расписание. Келесі сұрағымыз, докторантураға түсу үшін қандай жұмыс тәжірибесі керек? Осы докторантура бойынша. Мен жауап берейін, естілді ма? Сәлеметсіз бе? Иә, естіліп тұр. Көріп тұрмыз сізді. Сәкен Сейфуллин атындағы агротехникалық зерттеу университеті Төлебаев қабылдау комиссиясына. Магистратураға түсу үшін еңбек стажы сұрап тұр ғой, да? Иә, еңбек стажы қажет па? Қажет болса, қандай? Бітіргеннен кейін бірден магистратураға түсуге мүмкіндік бар ғой. Егер де докторантураға түсетін болса, онда ол 9 айдан кем емес еңбек стажы болу керек. Яғни магистратураны бітіргеннен кейін 9 айлық стаж болу керек. Әлде мысалы магистратурада оқып жатып, жұмыс істесе ше? Магистратурада докторантураға түсу үшін ба? Или магистратура? Иә. Саналады ма ол? Оқып жатып докторантураға түсе алмайды. Магистратураны бітіргеннен кейін барып, 900 айлық еңбек стажымен барып, докторантураға түсуге құқығы бар, мүмкіндігі бар. Жақсы. Магистратура стаж болып есептелінбейді. Сондықтан міндетті түрде еңбек өтілі болу керек. Жақсы, үлкен рахмет. Следующий наш вопрос. Можно ли совмещать обучение в магистратуре с работой на полной ставке? В целом у нас подобный вопрос есть и в отношении докторантуры, поэтому я думаю, что мы можем сразу и по поводу докторантуры ответить, да? Докторантурадағы оқумен толық күндік жұмысты бірге алып жүруге болады ма? Енді докторантура ол қиындау, себебі өте ғылыммен айналысу керек. Сондықтан оған енді мүлде жаңағы жұмыс істеп докторантураға келіп кету деген болмайды. Докторантураның ғылыммен айналысатын болғандықтан толыққанды оқыған дұрыс шығар. Жақсы, үлкен рахмет.
А вот по поводу магистратуры у нас тоже есть такой же вопрос. Реально ли совмещать Да, обучение в магистратуре? да, магистратуру. Но обычно вот эти магистратуры и докторантуры, они же дневные. Поэтому они должны ходить. Мы не можем сказать, не ходи, работай, а потом приходи. Но каждый вуз, у них есть самостоятельность, имеет академическую свободу. Поэтому они подстраиваются под магистрантов. То есть, значит, расписание будет вечером. Вот предыдущий коллега сказал, что в 6 часов назначается расписание. Поэтому многие вузы так делают, чтобы им было удобно и заниматься наукой, и работать, деньги зарабатывать, вернее. Вот поэтому в таком случае можно и совмещать. Давайте я отвечу более Да, я думаю, здесь вы расширенно. Да. сможете еще. Здесь необходимо понять, что это трудовые отношения между работодателем и работником. Да? Послевузовское образование у нас подразумевает, как и ответили представители вузов по ВУСО, это только как простым языком очное, это дневное обучение, то есть необходимо находиться на обучении, но согласно закону об образовании разрешается работать в свободное от учебы время. То есть и поэтому вузы, организации делают для работающей молодежи вечернее время, то есть они работают полноценно, многое и составляется расписание под магистранта либо докторанта. Но в докторантуре, как и наши коллеги отметили, это сложнее. Докторантура сам по себе уровень следующий, да, после магистратуры. Соответственно, там и времени больше уходит на проведение научно-исследовательской работы, необходимо заниматься именно наукой, да, а не работать. То есть для этого и мы предусматриваем достаточно хорошую стипендию для докторантов, она также у нас повышается ежегодно. И здесь, еще раз скажу, в трудовом поле это отношения между работником и работодателем. Закон о образовании не запрещает работать, но необходимо понимать докторанту, да, человеку, который занимается наукой, для чего он обучается вообще в докторантуре. Он обучается для того, чтобы просто обучиться и получить, либо внести свой определенный вклад в развитие науки, именно казахстанской науки. Здесь, конечно, акценты выставлять правильно. Если обучаешься в докторантуре, необходимо заниматься наукой, проводить больше времени в научной организации, в библиотеках, а как дополнительный заработок мы разрешаем закон об образовании. Спасибо большое. Это очень актуальный вопрос. В целом, как человек, который в этом году заканчивает магистратуру, да, и я могу сказать, что да, физически это возможно, но, пожалуйста, расставляйте приоритеты правильно, потому что все-таки обучение– это был ваш выбор, и это очень важный аспект вашей жизни, которому тоже нужно правильно уделять внимание. Келесі сұрағымыз докторантураға түсу үшін қандай ағылшын тілі деңгейі болуы керек, IELTS сертификатын қоссам болады ма? Жалпы IELTS сертификаты бойынша бәлкім біздің қабылдау комиссиясының сарапшылары бізге көмек бере алатын шығар докторантураға түсу бойынша. Мен айтайын, Сейфуллина. Иә. Яғни былтырғы жылға қарағанда ағылшын тілі бойынша, шет тілі бойынша, жалпы ағылшын тілі, шет тілі бойынша жеңілдіктер бар. Яғни IELTS былтырғы деңгейі 6 болып еді, биыл одан төмен түсті. Яғни біздің балмен есептегенде 45 болған, ал енді биыл 5-те 5, 5-те 5 41, егер 5 болатын болса, онда 37 балмен есептеді деп министрліктен осындай жаңағы қабылдау ережесіне сәйкес осындай жеңілдіктер бар биылғы жылы, сәл төмен түскен деңгейі. Жақсы, үлкен рахмет. И также у нас есть вопросы от представителей вузов, которые тоже хотят получить ответы. Да? У нас такая универсальная площадка, уникальная. Здесь получают ответы на свои вопросы не только наши абитуриенты, но и представители вузов, подчерпывают для себя что-то полезное. Жанна Вакасовна, если у вас есть такая возможность, пожалуйста, как можно проверить сертификаты Duolingo и ITEC, IELTS на подлинность у поступающих на докторантуру? Есть ли какая-то инструкция, сайт? Так. Ну, коллеги
Данный вопрос задает нам ежегодно. Ну, наверное, есть секретари, которые первый год работают в приемной кампании. Да, мы повторим, компетенция по проверке, по верификации международных сертификатов на знание и владение иностранным языком относятся непосредственно к вузам. Есть вузы, которые не первый год это делают, и я бы порекомендовала проконсультироваться с ними, если это касается баз IELTS, TOEFL, есть непосредственные организации, ответственные за верификацию. Что касается новых сертификатов, да, как и обычно, ежегодно мы отправляем инструктивные письма вузам. В инструктивном письме мы укажем все необходимые адреса, куда необходимо будет обратиться и как будет осуществляться верификация. Отлично, спасибо большое. Особенно это останется все в записи, поэтому вы можете поделиться со своими коллегами, которые еще раз прослушают и получат эту важную информацию. Следующий вопрос. Мне сказали, что нужно сдать пререквизиты при смене специальности. Что это такое? Очень актуальный вопрос, особенно касается тех ребят, которые только что закончили бакалавриат, я думаю, и пока еще не совсем знакомы с правилами поступления в магистратуру по поводу пререквизитов. Давайте я отвечу. Лица, которые поступают в магистратуру после окончания бакалавриата, законом им разрешается смена специальности. То есть, допустим, человек закончил юриспруденцию, и он может поступить в магистратуру, скажем так, на профильную экономику. Законом позволяется смена специальности, но здесь нужно учесть, что он будет оплачивать разницу при реквизитах, потому что у него идет смена специальности. Берется, значит, его приложение к диплому бакалавриата и сверяется, какие у него будут разницы. Это все можно пересдать. Ему дают определенный период на изучение материала, ему дополнительно ставят занятия, читают лекции профессора, да, и потом он по ним полностью сдает экзамены. То есть идет освоение тех базовых предметов, которые он пропускает, так как идет на новую специальность магистратуру. Можно также поступать и на научно-педагогическую магистратуру со сменой специальности, и также, и несмотря на то, что он поступит, например, на госгрант, устранение вот этих пререквизитов, разница сдачи этих экзаменов идет на платной основе. У каждого предмета есть свои кредиты, и у каждого кредита есть своя стоимость. Я думаю, любой абитуриент при консультации в университете может просто уточнить такие моменты, сколько стоит один кредит и примерно сколько по его приложению у него будет разница, когда он меняет свою специальность. Но если он закончил бакалавриат по своей специальности и дальше магистратуру продолжает по той же самой, у него этих вопросов и проблем не будет. То есть это только при смене специальности в магистратуре. Спасибо большое, очень подробный ответ. То есть, если вкратце, да, то это как бы дополнительные предметы, которые необходимо будет освоить на платной основе. Следующий вопрос. Какие преимущества и выгоды дает получение диплома магистра, включая влияние на уровень заработной платы? Ну, конечно, куда без этого, да? Все мы люди работающие, поэтому этот вопрос как никогда актуален. Если разрешите, я могу сказать немножко по данному направлению. Мы, как сказать, тоже проводили исследования и посмотрели как бы открытые материалы, которые доступны по средним заработным платам магистров и бакалавров, и нашли замечательное исследование нашего Центра труда, Центра труда и социальной защиты, по-моему, которая проводила замеры уровня зарплат магистров и бакалавров, и выяснила, что зарплаты у магистров на 35% в среднем выше, чем у бакалавров. Но я думаю, вот это такой очень большой аргумент в сторону получения данной степени, и как бы у многих он может привлечь. Ну, помимо Конечно. этого, помимо зарплаты, конечно, очень важно еще такое, как сказать, что люди имеют возможность, если, скажем, они хотели, то они могут сменить специальность или углубить знания существующей специальности, изучая данное направление. Ну, как бы, то есть карьерные возможности и так далее. То есть у каждого, наверное, там свои аргументы, почему он это делает и почему он поступает на магистратуру. Важно как бы четко держать в голове, когда ты поступаешь. Конечно, спасибо большое. 35% – это
приличная надбавка, над которой стоит задуматься. Но, конечно же, я думаю, что каждый для себя будет делать свой выбор, для чего идет выбор в ту или иную сферу, да, магистратуры. Следующий вопрос. Какой уровень владения казахским языком требуется для докторантуры? А, Для поступления в докторантуру у нас уровень мы не требуем, необходимо лишь наличие сертификата касты. То есть любой уровень может быть и легкий, и средний, и сложный. Необходимо, получается, самый минимальный пройти. Порога там, получается, как И вузы такового примут, да. нет. Все, отлично. Тоже плюс одна возможность, да, открывшаяся для наших поступающих. Келесі сұрағымыз емтихан тапсырмай магистратураға түсуге болады ма? Жалпы бұл сұрақтың жауабын тапқан секілдіміз, иә, міндетті түрде кешенді тестілеуді тапсыру керек. Бірақ егер оқуға түсудің альтернативті бір жолдары бар болса, немесе осындай бәлкім бакалавриатта секілді условное зачисление, иә, деген сияқты мүмкіндіктер болса, сол жайында айтып кетсеңіздер. Мен айтайын ба? Иә, аха. Енді магистратураға міндетті түрде тест тапсыру керек, және оның төменгі балл 75 балл керек қой. Бірақ та, егер де әскерден кейін әскер қызметін атқарып келген болатын болса, онда профильдік магистратураға жаңағы әңгімелесу собеседованиемен түсуге болады, ақылы негізде. Сосын биылғы жылға шықты, жаңағы егер де сол бағыты бойынша 5 жыл басшылық қызметте атқаратын болса, немесе 10 жыл сол өзінің бағыты бойынша еңбек өтілі болатын болса, онда профильдік магистратураға әңгімелесу арқылы емтісіз, КТ-сіз тапсыруға болады. Керемет мүмкіндіктер. Өте жақсы, өзім де бірінші рет естіп тұрмын. Сколько раз можно подавать заявку на получение гранта на магистратуру? Вот такой вот вопрос. У нас есть еще один. Как сколько раз? Один раз регистрируется, один раз сдается экзамен. То есть пересдача на КТ нету. Отлично. Можно ли подавать каждый год, например? Айгерим, хотелось добавить, можно на осенний прием посмотреть, какие неосвоенные гранты есть, там будет обычно список до регистрации, и они могут попробовать себя на других специальностях, где уже будут точно знать, что по ним есть неосвоенные гранты в зимний прием. И попробовать еще раз. У нас были случаи, когда летом не могли поступить, например, на педагогику, психологию, но выбрали другое педагогическое направление в зимнем приеме и успешно поступали на грант. Уже было время подготовиться. Отлично. Да, кстати, буквально недавно была сделана возможность в целом поступать 2 раза в год и даже получать грант, если есть, да, такие возможности, если есть невостребованные, неосвоенные гранты. Келесі сұрағымыз магистратураны бітіргеннен кейін докторантураға бірден түсуге болады ма? Әлде белгілі бір уақыт күту керек пе? Бұл сұраққа мен жаңа жауап бердім. Да, жауап бердіңіз. Магистратурадан кейін міндетті түрде 9 ай стаж болу керек, и обязательно біз не только подтверждающие аламыз, мысалы, да, трудовой книжкадан, но еще пенсионныйдан қарап шығамыз, чтобы ровно 9 ай пенсионный фондқа өткізу керек. Жақсы, үлкен рахмет. Осы 9 ай бойында жұмыс өтілін жинап, докторантураға жақсылап тұрып дайындалуға уақыттарыңыз бар екен. Болашақ оқитындар, я, докторантураға түсушілер. Следующий вопрос у нас. Расскажите про международную стажировку в докторантуре. Есть ли вообще в целом такие возможности? Я думаю, что это, скорее всего, уже ребята, которые узнавали, да, обо всех этих возможностях, что вообще это такое, как оно проходит. Обычно в докторантуре докторант обучается 3 года, и мы уже на 2-м курсе рассматриваем, в какую страну его отправить на научную стажировку.
И мы предлагаем диапазон тех стран, где есть возможность. И здесь что хорошо, здесь они еще могут не только выбрать страну, но они еще могут выбрать периоды. То есть мы можем разрешить знаете, этот период может быть от 2 недель до 3 месяцев полных. И здесь уже зависит, конечно же, на стажировку, если он на госгранте едет за счет бюджетных средств, помимо бюджетных средств, здесь, конечно, должны быть еще и карманные расходы учитывать, поэтому здесь иногда докторанты выбирают какую страну. Восточная Европа, она более приемлема, или наши азиатские страны. Если же докторант обучается на платной основе, то научную стажировку он берет уже за свой счет. Но так как эти вузы-партнеры за рубежом, они являются партнерами, они тоже предлагают нам какие-то выгодные условия для наших докторантов. То есть проживание может быть где-то бесплатно в их кампусах, либо же часть их, скажем так, оплаты за стажировку может университет взять на себя в качестве поддержки. Но здесь уже все индивидуально, и я думаю, здесь непосредственно мы, приглашая докторанта, у нас в начале уже на первом курсе проводим с отделом науки и международным отделом как раз-таки такую вот онлайн-встречу с этими вузами-партнерами, где предлагаем разные варианты по освоению вот этой вот научной стажировки. Отлично, спасибо. Я думаю, у каждого университета свои какие-то особенности, поэтому лучше обращаться в приемную комиссию. Туран Астана, например, у нас сегодня в прямом эфире, прямо сейчас и здесь даже можно что-то уточнить. Келесі сұрағымыз, докторантураға түсу үшін мақала шығару керек деп естідім. Ол шындық па? Мен жауап берейін. Иә, анау құжат жинау несінде тізімінде бар, бірақ ол жерде жазылған при наличии деп. Егер болған жағдайда мақала болу керек. Міндетті түрде мақала болу керек шығар, енді өйткені ғылыммен айналысайын деп келе жатыр ғой, өзінің бағытын білу керек, сондықтан мақала болу керек. Тұран Астана қосатын шығар. Я дұрыс айтасыз аға, потому что олар 2 жылдық научно-педагогический магистратурада оқыған кезде олар уже мақала шығару керек, чтобы защитаға бару үшін, да. Әрине, және қазір сіз көріп жатсыз, жаңа изменение бойынша докторанттар собеседованиеден өтеді ғой. Қазір 30 балл болып жатыр собеседование. Кімде от собеседование болған кезде осындай ғылымға не дейді, подготовкасы максималдық болса, уже примерно темасын білет, план құрып қойған, научный уже онда не дейді, статьялар болса, әрине ол собеседованиеде үлкен балмен өтеді. А если магистратурада оқыған кезде жақсы мақала вообще аз шығарса, или уже давно шығарса, или ұмытып қалса, или подготовкасы төмендеу болса, собеседованиеда максималдық балл алуға уже мүмкіндігі көп болмайды. Сондықтан, ну, это как в качестве конкуренции, когда вот они идут на собеседование, я думаю, будет очень большим плюсом, если докторант туда приходит с готовыми статьями, особенно если это прям какие-то научные проекты или же импакт-фактор статьи, когда уже человек точно знает, с каким проектом докторским он будет заниматься, примерно у него будет видение, все возможности, что собеседование пройдет на самые максимальные баллы. И позвольте добавить, да, мои коллеги верно отметили, что публикация при наличии не обязательно требуется, но так как в докторантуру поступают магистранты и лица, имеющие степень магистра, то публикации у них, конечно, имеются. И также правильно отметила Сауле Симбековна, что удельный вес собеседования в целом повышен. Здесь необходимо обращать внимание именно на политику вуза, да, приема в докторантуру. В целом прием – это единственный пока уровень образования, где мы полностью передали компетенцию вузам. Здесь имеется определенная академическая свобода вуза, и решение принимается самостоятельно вузом. Также для чего вообще, как в качестве одного из показателей, да, наличия публикаций, это еще делается во время равенства баллов. Если во время конкурса у докторантов одинаковые баллы, то есть и там 75 у одного претендента, и у второго балла 75 баллов, тогда уже дальше идут, но смотрят на те показатели, которые более выигрышные, да,
по отношению к другому, и количество, в том числе количество публикаций. То есть если у одного докторанта, там, будущего докторанта одна всего публикация, а у второго претендента с таким же баллом 3 публикации, естественно, комиссия будет обращать на это внимание. То есть наличие публикаций вам поможет при равенстве баллов во время конкурса. Отлично. Спасибо. Вот как раз-таки, да, были у нас вопросы по поводу каких-то дополнительных достижений, например, или каких-то дополнительных факторов, которые могут увеличить шанс на успех. И, как вы видите, наличие научных статей – это как раз-таки и есть один из вот этих вот факторов. Поэтому, если сейчас у вас есть возможность сделать это, дорогие будущие докторанты, да, теперь уже не теряйте времени, потому что его остается все меньше и меньше. Спасибо большое за ваши ответы. У нас сейчас есть не менее интересная часть нашего мероприятия. Мы переходим к презентациям от вузов для будущих магистрантов и докторантов. Буквально по 5 минут, дорогие эксперты, чтобы больше слышу. Отлично. Нет, не слышу. Скажите Всё пару слышно? слов. Да, теперь слышно вас. Ага. Отлично. Меня зовут Ахмедгалина Нина Сергеевна, я представитель Карагандинского индустриального университета, который находится в городе Темиртау. Следующий слайд. Наш университет в 2024 году попал в международный рейтинг QS University by Region. Также мы занимаем QS World University Rankings Asia на позиции 601-650. И также мы находимся на 30-м месте по Центральной Азии, также в QS рейтинге. И следующий слайд. По магистратуре мы предлагаем следующие направления: экономика, автоматизация управления, химическая технология органических веществ, электроэнергетика, технологии обработки новых конструктивных материалов, инженеринг технологического оборудования, инженеринг транспорта технологических систем, металлургия черных и цветных металлов, технологии фармацевтического производства, теория и технология проектирования зданий и сооружений, промышленная и экологическая безопасность. Есть направления как научно-педагогические, так и профильные. Следующий слайд. По докторантуре мы предлагаем 6 общеобразовательных программ, которые вы можете увидеть на экране. Это химическая технология органических веществ, автоматизация управления, инновационный инженеринг технологических машин, нанотехнологии в инженерии, металлургия черных и цветных металлов, материаловедение и инновационный инжиниринг. Все. Все. Назад. Угу. С нашей стороны по образовательным программам магистратуры и докторантуры я закончила. Если у вас есть вопросы, я готова на них ответить. Спасибо вам большое. Я думаю, что если у наших поступающих, будущих студентов, возможно, ваших, да, будут вопросы, можно будет обратиться к вам в приемную комиссию, и, Да. дорогие слушатели, вам, конечно, обязательно ответят и на все ваши вопросы дадут разъяснения. Следующий – это у нас Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сәкен Сейфуллина. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ Bir minut. Күте я. А пока хочется отметить, дорогие эксперты, что у нас есть вторая часть, следующая часть нашего форума, посвященная поступлению иностранных граждан. Для того, чтобы все работало корректно, нам с вами нужно будет перейти в следующую конференцию. Мы высылали ссылки, если вдруг вы их не можете найти, мы в чате также продублировали ссылочку, по которой нужно будет снова подключиться уже в 15:30. Көрінді ма? Иә, көрініп тұр. Жақсы, мына Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті, әрине біздің де университетімізге көп жылдан бері, яғни 67 жылдың көлемі болды. Байырғы университеттердің біреуі осы солтүстік өңірдегі ауыл шаруашылық университеттердің ең ішіндегі
көшбасшысы болып есептелінеді. Сондықтан біздің университетке келіп, яғни бакалавриатты бітіргеннен кейін магистратураны жалғастыруға болады. Енді мен магистратура бойынша ақпараттар айта кетейін. Бірінші маусымнан 8 шілде аралығында кешенді тестілеуге қатысуға өтініш жазу керек алдымен. Сол өтініш жазу тест центрдің мынандай сайты арқылы жүзеге асырылады. Яғни алдымен сертификат алып, тестілеушінің жеке кабинетіне электрондық нысанда келеді ол. Бірінші регистрация жасайды, яғни алдымен тіркеледі, сосын тест тапсырады, тест тапсырғаннан кейін мынандай электронды нысанда әрқайсының жеке кабинетіне сертификаттар алуына мүмкіндік болады. 20 шілдеден 30 тамызға дейін магистратура кешенді тестілеу жалғасады. Егерде шығармашылық жаңағы емтихандар болатын болса, 16 шілде мен 25 шілде аралығында өткізіледі. 15 тамыздан 28 тамызға дейін, яғни магистратура және докторантура бойынша университетке қабылдау жүзеге асырылады. Осы уақытта жаңа бұйрық шығарылады. Не осындай жағдайда ол біздің қазату мынандай сайт арқылы жүзеге асады. Яғни Платос қазір документті тіркелу, емтихан тапсыру, немесе документ құжаттар тапсыру барлығы электронды форматта жүзеге асырылатын болғандықтан бізде осындай сайт бар. Қосымша слайдта айта аламын. Мынау жерде жаңағы ақпарат, сол орысша, қазақша, егерде орысша керек болатын болса, здесь что написано: прием заявлений с 1 июня по 8. Значит, 13 июля каждому личному кабинету поступит информация о том, что где проводится, то есть комплексные тестирования. Вот информация им личный кабинет поступит. И вот в дальнейшем тестирование с 20 июля по 10 августа написано комплексное тестирование для поступления в магистратуру по этому сайту. Вот здесь, значит, тоже информация. Значит, ғылыми педагогикалық, яғни 2 жыл болатын болса, вот написано первый блок, это английский язык, 50 вопросов, 25 минимум должен быть. Второй блок 30 вопросов, минимум 7 баллов должен быть. 33 блок это профильные предметы, 30 вопросов, 7 баллов. 4 блок тоже профильный предмет, 20 вопросов, 7 баллов. Итого 150 вопросов, как здесь указано, и минимум 75 баллов должны набрать претенденты. А здесь, значит, профильные предметы, профильная магистратура. Здесь, значит, первый блок 30 вопросов, 7 баллов. Второй блок, значит, по 2 профильным предметам сдает. Итого 70 баллов, из них 30 баллов, если наберет, то поступит на платной основе профильная магистратура. Здесь сертификат болған жағдайда, если имеется сертификат, то значит они имеют право не сдавать, только при регистрации нужно отмечать, что у них имеется специальный сертификат по английскому языку или по шет тілі бойынша деген болады. Так, келесі сұрақ нерде? Лица, поступающие в профильную магистратуру, освобождены от сдачи теста по определению готовности. Того у них, значит, не будет в этом году новшество. Это второе, лица, имеющие не менее 5 лет стажа на руководящей должности, в соответствии с реестром должностей политических, административных, государственных служащих, реестром должностей гражданских служащих, соответствующих отрасли и не менее 10 лет стажа по соответствующему профилю. Образовательная программа профильной магистратуры зачисляется на платной основе. Потому что все это было в презентации, также дополнительно это все есть на открытых источниках информации. О, вот, да, отлично. Что у вас? Енді біздерде вот такие, значит, то есть образовательная группа есть. Сейчас каждый имеет право выбирать, то есть, значит, не по профилю, не по специальности, по другие специальности. Вот, я думаю, что можно будет сфотографировать, да, этот слайд. И просто, если по докторантуре быстренько пробежимся, и контакты ваши. Это какие документы, пожалуйста? Какие, значит, где адрес, какой слайд?
Туда можно обращаться. Ой, Казату, отлично. Сакен Сейфуллин, абитуриент, вот там ссылка есть, значит, можно информация. Осындай бізде тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Қысқартып Үлкен жіберсеңіз. рахмет. Мгм. Жақсы. Осы слайдты суретке түсіріп алсаңыздар немесе скриндап алсаңыздар болады. Сонымен қатар Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті деп Гуглға жазсаңыздар да осы контактілер шығады деген ойдамын. Далее у нас Казахстанско-немецкий университет. Да, видно тоже Мгм. буквально пару слов о Да, ваших предложениях, потому что общие условия поступления уже были оглашены. хорошо. А, Значит, коллеги, у нас получается обучение в университете на английском языке, в магистратуре, поэтому у нас как бы презентация тоже на английском, но я буду комментировать на русском языке. Значит, у нас есть 3 факультета, и как бы внутри этих 3 факультетов есть программы магистратуры. Как бы что хотелось бы отметить из интересных моментов. Значит, есть программа магистратуры по логистике, по возобновляемой энергии, по Industrial Management and Innovation, International Business, Sustainable Business — это устойчивый бизнес, Green Finance — просто классические финансы, Integrated Water Resource Management и Public Administration. Как бы генерально у нас все наши магистратуры продолжительностью 2 года. 2 магистратуры у нас продолжительностью 1,5 года. Это магистратура по устойчивому бизнесу, Sustainable Business Management, и магистратура по Public Administration. Вот. Что бы хотелось такое отметить, я думаю, интересно для магистрантов. Вот ранее звучал вопрос по поводу возможности обучения за рубежом. У нас такая возможность есть. Она как бы есть то есть у нас есть программа, называется Industrial Management, Innovation and Business Expansion. По данной программе у нас студенты получают двойной диплом. Это диплом казахстанский и диплом немецкого университета Мидвайде. Более того, как бы на 1 семестр они уезжают учиться в Германию, где, собственно, как бы получают знания из данного университета. На остальных специальностях также преподают иностранные преподаватели. У нас где-то около 43% преподавателей иностранцы. Вот. И как сказать, но вот двойной диплом дается именно вот по направлению Industrial Management, Innovation and Business Expansion. Подробнее, что там содержится в каждой программе нашего обучения, я, наверное, рассказывать не буду, потому что как бы это много и долго. Вот, ну, могу только просто акцентировать внимание на некоторых специальностях, что, там, скажем, там, например, направление логистики, например, считает одним из наиболее приоритетных и важных Джек Ма. Он говорил, что как бы именно благодаря этому направлению как бы он смог сократить скорость доставки с 60 дней до 25 дней и в 3 раза, и считает это одним из самых перспективных направлений, в которых как бы он считает нужно развиваться. Вот. Также, что у нас по возобновляемой энергии, если вы будете изучать это направление, вы сможете ознакомиться с работой солнечной энергии, ветряной энергии, водной энергии, то есть как бы узнать детали больше. И я думаю, так, по индастриал менеджменту тоже там, я думаю, знаете, так, вы ознакомитесь более подробно со всей этой презентацией после того, как будет проведено данное мероприятие, и как бы вы его получите, скорее всего, по имейлу. Вот, хотела сделать отдельный акцент на направлении Sustainable Business Management. Данное направление у нас позволяет нашим потенциальным магистрам развивать направление, как сказать, развивать навыки ESG. ESG — это параметры, принципы, по которым сейчас оцениваются очень многие компании, особенно стартапы, и считается, что привлечь финансирование в будущем сможет именно та компания, у которой наиболее высокий ESG-рейтинг. И, соответственно, это направление, оно учит, как компании могут на регулярной основе этот рейтинг повышать. Специалисты в нем работают в финансовом секторе, ну, обычно, потому что как бы сейчас, ну, я думаю, в ближайшее время финансовый сектор будет очень много времени и внимания уделять этому направлению. Так, что еще тут важного? Green Finance — это то же самое, что и
ESG направление, как бы sustainable business, но с большим акцентом на финансовую составляющую. Для тех, кто предпочитает классические финансы, у нас есть финансовое направление. Ну и мой фаворит — это направление Integrated Water Resource Management. Это направление позволяет эффективно управлять водными ресурсами. Ребята очень активные, молодцы, они там посещают все мероприятия, какие только вообще можно и нельзя, там спасают Аральское море, вот. Ну и в целом активные и конструктивные. Вот по public relations, как бы, я думаю, вы можете узнать детали подробнее далее. Вот, ну, в принципе, наверное, вот так вот быстрый overview примерно такой. Собственно, если у вас остались какие-то вопросы или вы хотели бы проконсультироваться по каким-то направлениям, вы можете вот сфотографировать на экране наши контакты и, соответственно, любую интересующую вас информацию получить там. Вот, спасибо за внимание. Вам Если будет... спасибо за презентацию. Я заметила, что очень часто прослеживается в ваших образовательных программах флер такой, так скажем, да, цели устойчивого развития ООН. Это можно заметить и по вашей презентации, и по даже названию, да, ваших образовательных программ. Очень интересно, если честно, я этого раньше нигде не встречала. Следующее это Спасибо. у нас көріп тұрмыз. Көрінді ма? Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Біздің енді барлықтарыңыз білесіздер, біздің Мұхтар Әуезов университетінде магистратура бойынша 109 білім беру бағдарламасы бар. Докторантура бойынша 29 білім беру бағдарламасы бар. Қазіргі кезде біз барлық ақпаратты өзіміздің университеттің сайтына және мынау Инстаграмға Әуезов талапкерге салып қойғанбыз. Егер қызықтырып жатқан сұрақтар болса, талапкерлер сол жерге кіріп көрсе болады. Рахмет. Рахмет үлкен, өте қысқа да нұсқа. 109 магистратура бағдарламасы неткен көп. Олармен толығырақ әрине сайттан танысқан абзал болар. Тұран Астана университеті, сөз өзіңізде. Еще раз всем добрый день. Я буду тоже максимально кратка. Презентация... Ой, вот я сейчас хочу демонстрацию экрана включить. Вы мне подскажите, видно ли? Подключается, все, видим ваш экран. Я специально сделала очень понятно, доступно. Сейчас постараюсь объяснить свою таблицу. Значит, здесь у нас образовательные программы. Педагогика, психология, менеджмент в образовании, казахский язык, литература, экономика, государственное местное управление, менеджмент, HR-менеджмент, учет, аудит, финансы, юриспруденция, информационная система, туризм, рестораны, гостиничный бизнес. Здесь указаны, какие нужно сдавать профильные предметы на ту или иную образовательную программу. Ну, как пример, на педагогику, психологию, менеджмент в образовании идет педагогика, психология. Здесь мы взяли стат данных, какие были пороговые баллы на грант летом, чтобы немножко сориентировать претендентов на этот год, с какими примерно баллами они могут примерно плюс-минус ориентироваться. Здесь я указала, если цифра 2, значит, есть научно-педагогическое направление у этих специальностей, и цифра 1 означает, что есть профиль на 1 год обучения на этих специальностях. Здесь только исключением является IT, здесь 1,5 года идет профильного. Также указаны цены. Здесь на профильно везде одинаково 1 миллион тенге за год, а научно-педагогическом 900, исключение составляет 2 специальности. Это педагогика, психология и юриспруденция. Вот. Я думаю, эта таблица будет удобна, если кто-то хочет посмотреть, какие предметы нужны, какие баллы на грант нужны, срок обучения, ну и стоимость. Вот. И также по контактам сейчас хотелось бы... Наверное, заново, да? Сейчас же... Так, сейчас, секундочку. Да, я думаю, вы можете отключиться, открыть страницу, которая вам нужна, и снова подключиться. Выражаю от себя лично вам огромную благодарность. Очень удобная табличка, очень полезная. И хочется отметить, что весь раздаточный материал будет отправлен на почту всем, кто зарегистрировался, а также будет доступен по ссылке под трансляцией в YouTube.
Мгм. Здесь, если вот видна трансляция, указывает, здесь я указала наш адрес, столица, город Астана, Дукинулы, 29, и контактный телефон. Вот особенно пишите на WhatsApp 702 900 12 39 97, это мой WhatsApp, и мы, можно сказать, не только в рабочие дни и в рабочее время консультируем, мы консультируем круглосуточно. Вот. Да, Вкратце и все. Но я думаю, работа мы приемной вам еще, комиссии никогда не заканчивается. да, мы вам еще отправим, если у абитуриентов будут вопросы, они могут получить у вас эту табличку и наши контакты. Спасибо. Да, вам спасибо большое, дорогие эксперты. Если вдруг кто-то тоже подготовил свою презентацию, пожалуйста, дайте нам знать. А я напоминаю, что весь раздаточный материал, что она у нас есть в чатике. Нам выслали наши модераторы. Прошу сейчас перебраться по этой ссылке. Да, здесь Восточно-Казахстанский технический университет, буквально две минуты. Да, конечно, Да. очень рады будем вас послушать. Ну, я тоже буду кратко. То есть наш университет, технический университет, естественно, подготовка идет по техническому направлению, по 10 направлениям. Но и внутри 10 направлений есть, естественно, и бизнес-управление. То есть там есть такие специальности, которые у нас есть с совместным образовательным программам российскими вузами и зарубежными вузами, и двойные дипломы тоже есть. Значит, если подойти, то есть это вот бизнес-управление направление, да, где экономика, инновации, технологическое предпринимательство, это такое единственная специальность, которая только есть в нашем университете. И в основном в эту специальность поступают у нас от предприятий. Индустриальный менеджмент, ну, финансы, social media маркетинг есть. Значит, по магистратуре еще далее, значит, техническая физика, по математике мы по IT-направлениям, по всем IT-направлениям подготавливаем. Ну и что у нас для нашей страны, которую мы готовим, это инженерия, инженерное дело. Внутри инженерии, инженерное дело есть у нас, значит, теплоэнергетика, электроэнергетика, возобновляемая энергетика, автоматизация управления, медицинский инжиниринг. Это тоже в нашем университете только это, значит, механика, металлообработка, транспорт, транспортная техника. По горному делу, по металлургии есть у нас двойные дипломы с Бранденбургским университетом, геология, обогащение полезных ископаемых. По строительному направлению очень качественно у нас готовят архитекторов, значит, строителей, ну и далее. По докторантуре 9 образовательных программ. 9 образовательных программ – это техническая физика, математика, инженерная система, теплоэнергетика, автоматизация управления, машиностроение, транспорт, транспортная техника, технологии, металлургия, геология и разведка, месторождение полезных ископаемых. Я Конечно, думаю, что со списком да. можно будет ознакомиться на сайте, да, у Да, вас? конечно, да, все контакты и все образовательные программы, прейскуранты стоимости. По магистратуре у нас прейскурант стоимости от 462 тысячи до 531 тысячи стоимость обучения, если на платной основе, значит, будет поступать. Ну и, естественно, контакты, все вопросы можно задавать по контактам. Конечно, сейчас идет большая приемная кампания, и, естественно, все, да, вот мы говорим, что все контакты, это уже как страница откроется университета, и они уже стоят, получается. И по виртуальному кабинету можно обращаться, ну и так тоже по телефону, по WhatsApp, по всему можно обращаться. Добро пожаловать. Ставить свой университет буквально на минуточку. Я думаю, вы можете это Если сделать в возможно. следующей, В следующий, да? Все конференции. хорошо. Да, давайте Все, туда спасибо перейдем. большое. Все, сейчас переключайтесь тогда.